Новосавиновский район Казани – один из самых густонаселенных. Расстояние между домами здесь буквально несколько метров. Казалось бы, где же еще найти место под новое строительство? Но вот оно, прямо напротив налоговой службы. Здесь появится дом в высоту больше 50 метров. Территорию под строительство на улице Короленко уже огородили. На технике символичный шарик в честь открытия офиса продаж. По паспорту это жилой комплекс от 16 до 22 этажей. С подземной парковкой, детской площадкой, с выходом на Марьино озеро. Давайте на озеро Лебяжье мы уничтожим все наши инфраструктуры, доступные для отдыха населения. Гулять сюда ходим, любуемся этой прелестью. Все, а этот дом, конечно, еще такой высокий. Облагораживали часть озера, за счет застройщика, то есть, одно из условий было. И расплачивались за все это облагораживание, мы, жильцы, своими, ценой квадратных метров. А теперь в 20 метрах от экопарка вырастет высотка. Все работы по обустройству пойдут на смарку, сетуют жильцы. В 2013 году это место буквально спасли от засыпки экологи КФУ. Застройщика соседнего дома обязали благоустроить территорию. Сейчас за водоемом присматривают сами жители. 21 этаж, представляете? Мы думаем, от этого озера вообще ничего не останется уже. Оно в таком плачевном состоянии, что мы, жильцы соседних домов, при всем при том, что устраивая субботники, уже с этим не справляемся. Это все же будет на экологическую ситуацию озера действовать. Грунтовые воды, если стройка, это же все и пыль, и все. То есть нам просто озеро жалко. А как только начнут бивать сваи, поднимутся грунтовые воды, опасаются жильцы. Мы связались с застройщиком. Проект прошел все экспертизы. Разрешение на строительство есть, подтвердили в исполкоме Казани. Погружение сваи будет осуществляться максимально щадящим методом. Это будет сваевдавливающая установка «Елена». Она называется. Это современная установка, которая погружает сваи максимально бесшумно и без вибраций. Что касается этажности, запрета на высотки в Новосавиновском районе нет, говорят архитекторы. Квартал не входит в границы исторического центра Казани, поэтому там нет особых ограничений по этажности. Там только смотрят, достаточно ли там территории для дворовой территории, для парковки машин. Но ответить за озеро застройщику придется. Это пример обременения, говорит эколог Нафиса Мингазова. Так было и с озером Харовое. Вместе с группой ученых они готовят проект экологической реабилитации экопарка и его благоустройства. Все за счет строительной компании. Именно к ней мы обратились с просьбой нам помочь в благоустройстве этого озера. Его необходимо углубить, но углубить щадящими способами. Не так, чтобы там загнать экскаватор, спустить воду, как это часто делается грубыми гидротехническими способами, а щадящими способами, небольшими, так сказать, способами, небольшой техникой провести частичное дноуглубление, то есть освободить возможности подпитки грунтовыми водами. Жители будут следить, как строится дом и возрождается озеро. Если застройщик сдержит свои обещания по благоустройству водоема, то они даже готовы выйти на берег на субботник. Анна Городнова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.